Якутск сегодня. Жизнь столицы. Слушай и смотри. Радио Тетим на волне 107,1. Добрый день. В прямом эфире программа «Якутск сегодня» и в нашей студии гости. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха-Якутия Анна Соловьева. Анна Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Координатор социальных программ фонда «Дети Саха-Азия» Елена Щеглова. Елена, здравствуйте. Добрый день. И сотрудник Центра для детей и юношества Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Наталья Попова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в нашу студию, нашли время для нас. Наш эфир приурочен к 15-летию аппарата уполномоченного по правам ребенка и 25-летию фонда «Дети Саха-Азия» и к конкурсам, которые приурочены, в свою очередь, к этим датам тоже. Конкурсы интересные, новые, только-только они стартовали сейчас, вот буквально в эти дни. И это приятно, потому что те, кто нас видят и слышат, смогут в них принять участие. И самое приятное, наверное, что одним из подарков победителю будет поездка в Москву на Международный День защиты детей. И вот, пожалуйста, наверное, первое слово, Анна Афанасьевна, вам. Расскажите о конкурсах, о том, кто может в них принять участие, об условиях. Спасибо. Да. Здравствуйте, дорогие слушатели и телезрители. Я хотела бы сказать, что наш конкурс уже 12 лет мы его проводим. В этом году будет 13-й год. То есть наш социальный партнер, Центр детства и юношества, как раз мы 12 раз провели этот конкурс. В этом году конкурс немножко другой. И надо внимательно слышать всех нашим этим любителям читать стихи на конкурсе. Во-первых, тема называется «Разукрасим мир стихами», но мы хотели бы внимание уделить на то, что оно вообще-то идет под девизом «Мир изменится вместе с нами». То есть мы должны говорить о будущем. Это первое. Второе. Я хотела бы внимание участников. В этом году конкурс будет с 10 до 14 лет, строго ограничено. Раньше мы выслушивали детей 7 лет, 9 лет, 8 лет, но в этом году обязательно учтите, что это будут подростки с 10 до 14 лет. И традиционно мы приглашаем пап, мам, близких родственников, братьев, сестер, чтобы поддержали своего конкурсанта и вместе с ним читали стихи и думали о будущем. Вот это самое главное отличие нынешнего конкурса от тех конкурсов, которые мы, в общем-то, осуществляли прежде 12 лет подряд. Запомните, с 10 до 14 лет. Но 10 лет тоже еще достаточно такой маленький возраст, и ребенку, конечно, будет приятно, если родители его поддержат. Нет, тут дело условие именно такое. Он не один стихи читает, а обязательно с родственником. Или с папой, или с мамой. И в прошлом году мы проводили в честь Дня сына только для сыновей и отцов. Вы знаете, я была шокирована, как было приятно видеть отцов и детей, они все как будто под ксероксом, такие похожие. Потом приятно было, что отцы, оказывается, стихи изучают, наизусть запоминают лучше, чем мамы. Я была удивлена и шокирована, и наши работники в библиотеке, сотрудники, тоже были приятно удивлены, какие у нас хорошие отцы. Но мамы, может быть, женщины, мы больше волнуемся, чем мужчины? Во-первых, это действительно так. Во-вторых, мама более занята, чем папа, видимо, такими множественными своими делами и проблемами. Да, и отцы очень ответственно к этому подошли. Мы были очень приятно шокированы нашими отцами. Прекрасное было выступление. А вот в этом году, почему с 10? Мы хотим самого лучшего. С нашим социальным партнером «Дети Саха-Азия» уже победителя направить на экскурсию в Москву 1 июня. День защиты детей. Но победитель тогда их будет двое, раз это дуэт, и родители, и ребенок читают вместе стихи.
Нет, поедет только ребенок, то есть папу мы не возьмем с собой на экскурсию в Так Москву. несправедливо для папы. Но папа будет стараться для своего ребенка, сына либо дочки. И вот таким вот образом поможет ему посмотреть столицу нашей Родины. А какие еще условия участия и как могут принять участие те, кого этот конкурс заинтересовал? Этот конкурс очно-заочный, то есть можно будет участвовать как детям из близлежащих районов и города Якутска, то есть очно прийти в библиотеку и поучаствовать в этом конкурсе. Но можно будет из дальних районов тоже принять участие и отправить видеозапись с прочтением стихотворения на электронную почту организатора. Но, к сожалению, тогда не будет участвовать в розыгрыше поездки в Москву. То есть за поездку в Москву можно будет побороться только очно участвуя в конкурсе. То есть это будет какой-то определенный конкретный день, все соберутся в Национальной библиотеке, да? В Центре для детей и юношества. В Центре для детей и юношества. И там выступят и уже сразу же узнают имя победителя. Да, все верно. То есть будет сразу после выступления, то есть жюри соберется, посчитает баллы, кто сколько набрал, и лучший ребенок поедет в Москву. А когда это торжественное мероприятие, извините, пройдет? Очный конкурс пройдет 24 марта в 11 часов в Центре для детей и юношества Национальной библиотеки. Большое время для подготовки еще, да? Да, еще есть время для подготовки, еще есть... Притом не резиновая Зина там уронила мяч в реку и так далее, а вот именно мы говорили, вот на такую-то тематику стихи Агнии Барто или еще какие-то условия существовали. В этом году у нас условия очень демократичные. С одной стороны, разукрасим мир стихами, но с другой стороны, очень сложно, потому что мы написали «Мир изменится вместе с нами». То есть мы хотим посмотреть, например, ребенок хочет быть, вот найти какую-то профессию летчика, вот находит он стихи про летчиков, находит стихи, например, про... Мы даем такой узкий коридор, именно что о будущем этого ребенка. А может, он хочет быть просто, она хочет быть просто мамой. Пожалуйста. Может быть, профессию не рассмотрит, просто хочет быть каким-то творческим человеком. Сочинение. Прекрасно. У нас был такой опыт. И даже девочка после этого стала писать стихи и даже нам подарила сборник своих стихов к 18-летию. Очень интересные условия конкурса. И я думаю, что, наверное... Много. И поэтому сотрудники библиотеки, вот они расскажут свою технологию, как они отбирают. Да, пожалуйста, Наталья. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку, да? В году. Да, В прошлом году очень много. было много желающих. И в результате вот происходит такой отбор, да, ну, на первой стадии. А потом все-таки вот для читателей своей библиотеки мы делаем как бы привилегии. Если вы читаете, и потом там еще нужно сделать как бы заполнить согласие на обработку персональных данных участников конкурса. Это заполняют родители, потому что сейчас у нас такое время, везде нужно давать согласие, да, на обработку персональных данных. И после этого уже вы... Выступили перед профессиональным жюри. А если будет больше людей, чем... вот вы знаете, у нас как это было? У нас заявки по школам были, поэтому школу просматривали своих детей и лучших выбирали. Вот жесткое условие, как видите, с 10 до 14. Обычно их бывает мало, поэтому мы вот так демократично, да? А во-вторых, что вообще-то тема немножко сложная. Понятно. Но это ведь не единственный конкурс, который вы вместе организовываете. Как да, я еще хотела добавить. У нас есть первое место, второе место и третье место. За первое, второе и третье место призы выставляет уполномоченный по правам ребенка. То есть да, и всем участникам библиотека готовит сертификат участника. А кроме того, наш социальный партнер сам выберет того участника, который поедет в Москву. То есть, получается, будут награждены 4 человека. 3, первое, второе, третье место. И еще тот участник, которого изберет благотворительный фонд, который ему самому понравится.
а того, кого я считаю нужным. Иногда это бывает даже тот, кто первое место занял, еще получает приз уполномоченного. Но в этом случае это право уполномоченного. А в данном случае право благотворительного фонда. Вы с собой. Как всегда, библиотека, сертификаты, помещения. Я вас прерву, и мы продолжим буквально через рекламы очень быстро. Верь в себя и доверься нам. Психологический центр «Психология». Компетентная помощь квалифицированных специалистов. 35 10 46. Якутия предупреждает. Прежде чем произвести оплату застройщику по договору участия в долевом строительстве, обязательно ознакомьтесь с проектной декларацией на сайте застройщика. Проверьте наличие у застройщика разрешения на строительство. Убедитесь, что застройщик имеет право аренды или собственности на земельный участок. Зарегистрируйте договор в управлении Росреестра. В противном случае вы рискуете стать обманутым дольщиком. Питание. Экономит деньги, бережет время. Компания Мы снова в эфире. Вашему вниманию программа «Якутск сегодня». Приурочена она к 15-летию аппарата уполномоченного по правам ребенка и 25-летию фонда «Дети Саха-Азия». Представители этих организаций у нас в студии. Это Елена Щеглова и Анна Соловьева. И также еще представитель расскажет Наталья Егоровна, пожалуйста, кто в нем может принять участие. Это наш совместный проект вместе с Международным фондом «Дети» выйти поддержать талантливых детей. Во-вторых, раскрыть как бы их творческий потенциал и, может быть, даже развить творческие способности, а также среднего школьного возраста, то есть от 10 по 14 лет. И конкурс пройдет 4 апреля в 11 часов в Центре для детей и юношества Национальной библиотеки. Он проводится в виде исполнения индивидуальными чтецами стихов, отрывков из поэтических произведений российских авторов на тему взаимопомощи, доброты, отзывчивости, милосердия или добровольческого движения. При этом продолжительность выступления должна составлять не более 3 минут. Да? Тут у нас только оценивается мастерство исполнения. Да? Таким образом, выступающий исполнитель должен хорошо знать текст, быть выразителен. Да? Для этого не нужно музыкального сопровождения, какого-либо театрального грима или карнавальных костюмов. Только предоставляет наш партнер Международный фонд «Дети Саха-Азия». И остальные победители получат у нас тоже дипломы и ценные призы от нас, организаторов. И все участники получат сертификаты. Для того, чтобы участвовать в нашем конкурсе, необходимо подать, конечно же, заявку. Эта заявка подается на наш электронный адрес в количестве не более 3 человек от школы. Мы ограничиваем, потому что желающих обычно бывает очень много. Да? Но читатели нашей библиотеки могут тоже подать свою индивидуальную заявку. Мы ее обязательно рассмотрим. Спасибо. Мы в прямом эфире. Напомню, телефоны 32 00 66, 32 11 66. По ним слушатели и зрители могут задать вопросы про конкурсы, которые организовал фонд «Дети Саха-Азия» и аппарат уполномоченного по правам ребенка, а также один из партнеров – это Центр для детей и юношества Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Конкурсы интересные, призы прекрасные. Конечно, самый приятный – это поездка в Москву. И в Москве... По перелету из Якутска до Москвы
и из Москвы до Якутска. Российский детский фонд предоставляет программу проживания и питания для детей. То есть для родителей это будет абсолютно бесплатная поездка для ребенка. Единственные расходы могут быть из пребывания, то есть если ребенок не из города Якутска. То есть расходы по прибытию в город Якутск и убытию обратно к месту проживания несут родители. И получается так, что в этом году разыгрывается 2 путевки. 2 ребенка могут поехать в Москву. Это первый семейный конкурс чтения стихов, то есть родственники читают. И второй конкурс уже для подростков, которые сами лично будут только сами выступать, без родственников. Это намного легче, потому что все-таки родственники, это иногда родственник ошибается, даже больше, чем сам чтец. Это «Разукрасим мир стихами», где дуэт, да? «Разукрасим мир стихами» могут даже 3-4 выступать. Это семейные это команды. Это дуэт, это команда. Это команда семейная. А вот вторые – это личностный успех. Может быть. Сольное выступление. Да, сольное выступление самого чтеца. Все зависит от самого чтеца. Поэтому тут есть очень хороший выбор. Притом возраст 10-14, то есть ребенок даже может теоретически в 2 конкурсах участвовать. И в том, и в другом. Я в завершении 2017 года была по приглашению вашему, Елена, у вас на мероприятии, на котором подводились итоги работы фонда «Дети Сахазии». И там выступали дети, удивительно талантливые, просто до слез некоторые выступления. И такие стихи выбраны, за душу берут, и как они поют, и костюмы прекрасные. Нет ли такого, что участвуют одни и те же в основном дети? Есть какой-то уже образовался такой круг участников? Или все-таки это каждый раз новые? Нет, это каждый раз новые дети. Кстати, на этом мероприятии мы показываем именно тех детей, которые у нас выиграли поездку в Москву. То есть те дети, которых вы видели, да. Прекрасные. Это были то есть ребенок, который читал стихотворение Петрова Вика, она победила именно за стихотворение. И она поехала в Москву. И то, как она держалась, и голос, и сам стих, как она вообще просто безупречна. Да. И конкурс чтецов — это не единственные конкурсы, благодаря которым ребенок может поехать в Москву. Фонд проводит традиционные конкурсы заочные. То есть здесь не нужно присутствовать непосредственно в городе Якутске, где-то читать произведения. Здесь нужно будет просто отправить заявку, предоставить свои достижения, и фонд уже будет смотреть их и выбирать детей, которые поедут в Москву. Это 2 конкурса. Это национальный конкурс творческий «Наследник земли Аланхо». Здесь будут 3 номинации. Это игра на национальном якутском музыкальном инструменте, это национальный якутский танец и исполнение национальной якутской песни. То есть для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, необходимо записать ваше сольное исполнение по одной из 3 номинаций, отправить его нам вместе с заявкой и ждать результата. Адрес. Да, все заявки можно будет скачать на нашем сайте sahaazia.ru. То есть мы сделали все максимально удобно. Вы заходите на наш сайт, открываете вкладку «Конкурсы 2018 года», открываете нужное вам положение, скачиваете оттуда заявку. Там все указано, все максимально просто. Думаю, даже дети могут без участия взрослых принять. Дети сейчас, лучше, может быть, даже, чем некоторые взрослые. И фонд, ваш сайт найти легко. Можно просто в Google забить фонд «Дети Сахазии» и выйдет название сайта. Да, то есть у нас там... Получается, что эти все конкурсы, они творческие. Именно для ребенка с разными способностями. Ребенок, который просто читает, ребенок, который поет, ребенок, который танцует, и еще какой-то... Который играет на музыкальном инструменте. И который играет на музыкальном инструменте. То есть, пожалуйста, любой ребенок может показать свой талант и добиться того, чтобы выехать бесплатно для него в Москву. В каждом конкурсе победителей будет 3, и плюс еще 1 победитель, который выигрывает поездку в Москву. А остальные дети, которые примут участие, будут ли для них какие-то утешительные призы или, допустим, возможность поучаствовать еще? Сертификаты у них будут всегда участника, а во-вторых, 1, 2 и 3 места с ценными подарками. 1, 2, 3 места. Плюс «Дети Сахазии» набирает талантливых детей для поездки в Москву, чтобы они увидели, как празднуют День защиты детей в городе Москве.
Несмотря на то, что вы еще хотели Да, добавить. у нас еще один конкурс остался без внимания. Это конкурс для детей, находящихся на воспитании в замещающих семьях. То есть это дети из приемных семей, из опекунских семей. Также могут принять участие дети, находящиеся на воспитании в детских домах. Это конкурс максимально прост. Нужно будет скачать заявку на нашем сайте sakhazi.ru и вписать туда все свои достижения за 3 года. То есть если где-то участвовали в олимпиадах по математике, там, в соревнованиях по физкультуре, то есть вы все туда вписываете, отправьте нам заявку, и мы также рассматриваем. И также можно бороться за поездку в Москву. То есть мы вот разыгрываем столько сертификатов на поездку в Москву, что как бы... Набирают целую группу Да, талантливых детей. 8 детей повезем в Москву, так что нужно бороться за это. То есть максимально разносторонне. И очень хорошо, что времени достаточно до того, как состоятся мероприятия, да, уже где будут подводиться итоги. И ребенок может выступить, показать себя и познакомиться, да, потом еще с теми, кто тоже принимает участие. Вообще, конечно, очень здорово. Да, вот Много я хочу навыков. свидетельствовать, что благотворительный фонд «Дети Саха-Азии» всегда ежегодно вывозит наших детей, и мы ежегодно видим наших талантливых, прекрасных детишек. Спасибо. Несмотря на то, что главные герои – это дети, да, это справедливо, учитывая название ваших организаций. Но есть еще и конкурс для взрослых, да, один из них – это как фотоконкурс. Расскажите коротко о нем. Расскажи. Да, фотоконкурс «Мир изменится вместе с нами». Он также приурочен к 15-летию аппарата уполномоченного по правам ребенка Республики Саха-Якутия и 25-летию нашего фонда. Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, нужно зайти на наш сайт sakhazi.ru. Там на главной странице есть прям баннер «Конкурс фотографий «Мир изменится вместе с нами». Вы кликаете на этот баннер, и у вас открывается страничка с загрузкой фотографий. То есть не нужно будет приносить фотографии на флешке, либо отправлять их на почту. Вы просто заходите на наш сайт, загружаете фотографию на сайт, отправляете заявку на электронную почту, и ваша фотография участвует в конкурсе. Фотографии должны отражать целеустремленность детей к каким-то достижениям, их увлеченность каким-то делом. Спасибо вам большое за интересную беседу, за интересный разговор, информационный очень. И надеюсь, что участников конкурсов после сегодняшнего эфира прибавилось. И я напомню, что наш эфир был приурочен конкурсу к 15-летию аппарата уполномоченного по правам ребенка Республики Саха-Якутия и 25-летию фонда «Дети Саха-Азии». Всем, кто был с нами, спасибо за внимание. Хорошего дня. Участвуйте в конкурсах.